Добрый день, меня зовут Рахимджон Хакимов, я ученик 11 класса физико-математического лицея города Худжанд. Я презентую проект «Смарт-теплица». Для начала я бы хотел задать вам вопрос. Как вы думаете, сколько людей требуется для того, чтобы в теплице было благоприятные условия для роста и развития растений? Ну, чтобы поливать, включать-выключать освещение, печь, вентиляцию, следить за температурой и влажностью. Наверное, вы думаете, что требуется 2 или 3 человека, как минимум. Проблема такая существует. Все это из-за того, что люди делают все вручную. Мы решили эту проблему следующим образом. Мы создали систему управления теплицей через смартфон. Наша система помогает включать и выключать освещение через телефон, следить за температурой и влажностью, поливать растения, включать-выключать печь, вентиляцию. Все это мы сделали при помощи платы Arduino и языка программирования C++. Я и 2 моих одноклассников работали над этим проектом почти 3 месяца под руководством нашего учителя по информационным технологиям Ачилова Хусейнджона. Я сам являюсь призером Республиканской олимпиады по информатике. Эта проблема мне встретилась летом. Когда я приехал к тете, у нее была теплица, и каждое утро мне приходилось поливать растения. И поэтому каждый раз я думал, нельзя ли как-то автоматизировать эту систему. И в конце концов сделал это. Теперь я могу запросто управлять теплицей через телефон. То есть могу включать-выключать освещение, поливать растения и еще показывать температуру и влажность. Это наш проект. گفتم متانت که برای همه 1 متر کوبی هوای همون گرم کردن چقدر توانایی لازم است و از источник همون منبع جریان از چه عبارت است؟ Мы работаем при помощи платы Arduino, которая употребляет мало энергии, и поэтому достаточно солнечных батарей, чтобы это работало. Вот характеристику дайте на метр куб вот воздуха, чтобы нагреть до 20-25 градусов, сколько там мощность? Расчетов не проводили, если честно. Спасибо. Еще мы используем смарт-систему полива растений, то есть капельным путем мы поливаем растения. Это из-за того, что в некоторых регионах недостаточно воды, поэтому происходит экономия воды. Какие растения? Мы автоматизируем системы готовых теплиц. Там теплицы, где стоят, мы только устанавливаем систему и тем самым образом автоматизируем. Какие программы используете? Мы программируем при помощи языка C++. При помощи телефона можете нажать на кнопки и проверить. Рахимджон, Да. скажи, пожалуйста, вот не зря вам задали вопрос, как вы рассчитали вот эта теплота внутри вашего теплицы? У нас есть датчик DHT11, который измеряет и температуру, и влажность воздуха. Тем самым печь остается включенной до тех пор, пока температура не будет равна заданной. Вот, насколько я понял, ваш проект или ваша температура поддерживается внутри вашей теплицы, да? А когда вот, допустим, мне нужен, допустим, 35 градусов. Да. Сейчас в разработке наше приложение я могу показать элементы нашего приложения. Вы можете установить, какую хотите температуру, и будет поддерживаться. Вот. Потом достаточно ли ваша вот солнечная батарея для нагрева вашей теплицы? Да, мы будем использовать инфракрасные лампы. Их по-другому называют искусственным солнцем. Они дают и тепло, и свет. Где вы будете использовать вашу теплицу? Мы собираемся для начала использовать в Сагдийской области. Уже есть на примете 2-3 теплицы. Мы собираемся сначала автоматизировать там. Если дела пойдут дальше, мы потом собираемся использовать и в иностранных городах. Это пока ваша идея, да? Это пока нет Да. расчета, нет доказательства, что вот солнечная батарея поможет ли нагревать вашу теплицу или нет. Да. Это идея ваша для реализации. Вы хотите показать свой проект. Да. Спасибо. Мы сейчас эту систему собираемся разработать для больших теплиц. Сейчас в разработке уже почти закончили. Через 2-3 месяца, надеемся, будет готово. Для автоматизации теплицы идея очень хорошая, но вам придется с вашим руководителем, при помощи ваших руководителей, надо
доказать каждый параметр, потому что если идет сбой автоматизации, да, придется очень много трудиться, чтобы восстановить вот эту вашу работу, да? Да. Поэтому надо полностью доказать математическим образом, доказать, модель надо составить с помощью вашим руководителем, чтобы не было сбой во время работы. Потому что, как я понимаю, это солнечные батареи, они не такие мощные для автоматизации данной теплицы. Это надо показать, доказать и потом, возможно, еще раз представить с данными. Потому что мы сейчас, если зададим вопрос, вы говорите, это идея для меня. Была идея, и я создал эту теплицу. Для того, чтобы реализовать, надо полностью математическим образом создать модель и характеристику надо представить. Хорошо, Раимджон? Спасибо вам большое.